Мастерская уже нагрелась. Я уже прикрыл, поддувало, он как гудит. Потом жарко станет. Ну что, попробуем, посмотрим. Что-то возможно нет сделать, но придется. Так, ну надо, видно, открутить 4 болта. Один болт я уже потерял несколько лет назад. И где-то я видел, вот еще ослабленный болт. Тоже закрутить надо. Давненько уже не чистил воздушный фильтр, но пока тянет, все нормально. Но надо посмотреть воздушный фильтр еще на этой пиле. И, ну это по ходу дела, в принципе. Сейчас много пилить не буду, на избу, может, съезжу, там дровишки попилю еще. А заготовка уже у меня дома уже все закончилась. До осени. Осенью еще куплю, наверное, этот горбиль. Отвертка нужна. Ладно, сейчас попробуем. Получится нет. Все, я поснимаю. Вкратце покажу. Хоть увидеть, что там под крышкой. Сейчас я посмотрел в интернете, там разные хусварные, разные конструкции в нем. Ну, надо посмотреть здесь как, что. Может еще спецключ понадобится. Не знаю. Погнали. Глянем. В принципе, пила сделано, все продумано. Скажем, ты открутил вот тот самый же болт. Болт как-то не полностью откручивается, остается на корпусе. Не надо думать, что у тебя где-то что-то потеряешь или еще. Ну вот этот болт, конечно, я не знаю, как там потерял, где. Вот здесь, на этой крышке, точно уже, вот, скажем, этот болт у меня шатается. А сколько уже пилил, а не отвалилось. Я вот закручу и все. И думаю, здесь то же самое. Один раз, наверное, как-то открывал этот корпус еще. Ну да, все ясно. Угу. Вот такая конструкция. Короче, я в интернете видел. Там только 365 или какая пила была. Все ясно, понятно. Так. И там показывали. Так, только вот не помню. Так, надо еще глянуть. Ну, тут, в принципе, все нормально. И у меня так. Может быть, даже этот шнур еще пригодится, в принципе. Сейчас. Так. Вот столько. Чуть-чуть коротковато. Чуть-чуть коротковато. Так, подожди. Да. Чуть коротковато. Не так.
Опа! Это да. Пустил шнур. Доигрался, короче. Вот такие дела бывают. Так, значит, нам надо... Значит, надо вот так, наверное, закрутить. Так, закрутим. Все ясно. Сейчас уже, ребята, я все понял. Принцип работы этого стартера. Да, все. Так, ладно, сейчас. И, наверное, потому что эта веревка еще, в принципе, чуть-чуть коротковата на сантиметров, ну, скажем, вот такой кусок у меня меньше станет, но эта веревка еще прослужит дольше, чем вот нынешняя веревка, которую я хотел поменять. Но это запас у меня останется на всякий пожарный, если вдруг в лесу там что-то случится. Но вот, как мы видим, вот тут шестигранник, ключ, который я в лесу, как сказать, не таскаю с собой. И надо еще, наверное, думаю, взять под этот грань, ну, грань еще под эту шайбу, под этот болт. Надо взять еще спецключ. Это в случае, если в тайге у тебя что-то случится со стартером, ты не открутишь обычной отверткой. Так. Ну что, пускай будет чуть-чуть короче. О, в принципе, думаю, сейчас я... Я думаю, еще получится. Стартер работает хорошо. У меня руки длинные, поэтому и шнур кажется, что вкорочен. Да нет, все, ничего я трогать не буду здесь. Пускай так, я этим буду работать. Вот смотрите, сколько грязи, опилки и маслом. Замасленное все. Видели? Заодно, пока я открыл, надо подобрать. Интересно, ключ у меня. Конечно же, наверное, ключа нету. Глянем. О, самое то. Этот ключ я с собой возьму. Если вдруг что-то случится в тайге, закрутить нормально. Если что-то случится, свеча тут и дополнительно вот этот ключ еще возьму. Сцепление барабан с собой всегда. Шнур запасной. Даже 2 сцепления барабана. Так что запчасти нужны. И ключ еще вовремя взял. Так. Какая-то защита может стоит. Это что тут?
Все. Пила как новая. А весной уже все еще то на всю пилу сделаю. Вот смотрите, в болте. Вот болт не откручивается полностью. А это нет, это как-никак откручивается. А здесь вот остается на корпусе крышки. А вот поэтому она отсюда и потерялась. Потому что открутилась вот здесь. Ну, да. Так, интересно, что тут. Ладно. Так. В лесу, когда работал, были такие тоже случаи вот Husqvarna, и тоже так укорачивали вот эти веревки. Сейчас вот 10 сантиметров, 9 сантиметров вот тут. В следующий раз может 9 сантиметров, если нету для замены там ничего. И уже дергают мужики вот так. 20 сантиметров там. Пару оборотов сделает коленвал. Ну, если хорошо заводится, там не надо там метровые шнуры. А так. Ну-ка. Достаточно, в принципе. Я уже сейчас знаю, что не надо вот так дергать. Ну, одной рукой придерживаешь себе и... Да. Но видно, что чуть-чуть, вот сантиметров 10 для моей руки еще, даже 15 сантиметров, я могу еще дернуть больше. Нормально. Вот так. Вот такие. Такой ремонт небольшой у меня был. Первый ремонт на этой пиле, который хочет покупать, сомневается, какая пила для пилки лучше. Ну, у меня вот Husqvarna. Там писали даже, что 250 штиль лучше Husqvarna 340. Но в комментариях я не стал спорить. Знаю, что штилем пилить лучше в воде, скажем, если лед там пилить, или же бревна в воде лучше. Как-то сцепление там, я не знаю, не зажимается или, ну, короче, однозначно лучше пилить. Но по мощности и по силе Husqvarna 340 сильнее. Я много пилил там, скажем, вот такие бревна. Вот, ну, здесь вот, скажем, сколько вот ширина шины, вот, скажем, 35 сантиметров. Ну вот, 35, грубо говоря. Я пилю обычно, выбираю бревно сантиметров 30 шириной. Сантиметров 30 шириной выбираю. Вот такую толщиной. Husqvarna не чувствует, когда ты пилишь продольно пилишь, доски делаешь. У меня в избушке, там на верхней избушке много пилил этой пилой, доски изготавливал из древесины. И все время пилил вот продольно, сантиметров 30 шириной. Вот такие бревна. С легкостью. А на штиль 250, и думаю, меньше хватит. Ну, сил у него меньше.
обороты, может больше, но не знаю, но я так думаю, что все равно штиль 250 слабее, и у него шины 5 сантиметров, так, это 38, это 35, на 3 сантиметра короче. Вот. Ну да ладно, это не принципиально, пусть спорят, кому что нравится, пусть берут, но сейчас такие уже в продаже нету таких пил. Сейчас нету, не найти. Сейчас как-то клоны делают что-то похоже на это, но соседы брал пилу, там, не знаю, 2 сезона она не выдержала, пила сломалась, там летит, запчасти уже нужны. Вот. Ну, надо выбирать любую технику, чтобы можно было брать, покупать эти запчасти и были в продаже, чтобы были в продаже. А если ты купишь пилу, скажем, хоть подешевле, но цыгане вот. Сейчас еще пару слов. Раз начал уже болтать про эти пилы. Вот сейчас по деревням, по селам бегают цыгане. Предлагают пилы там, ну копейки. За копейки они продают. Но такие пилы, запчасти нигде нету. Поршневая моментально летит. Шины такие, что в магазине в Сыктывкаре, ну, нет в продаже ничего. Не продают. А если ты купишь чуть-чуть подороже, ну, самая ходовая пила, конечно, это штиль 250. Если в магазине в Сыктывкаре купишь там штиль 250, у тебя никаких проблем не будет с запчастями, там ремонт можно сделать. И сейчас в Алиэкспрессе даже видел много этих запчастей, поршневая, карбюраторы продают и на два раза дешевле. И в принципе есть знакомые, которые брали, там, меняли на эти запчасти и отлично работают, отлично. А у цыган не советую что-либо брать. Они толкают за копейки, но запчасти на них нету. И такие пилы. Вот. Ну что еще, ребята? Сейчас, наверное, я буду заниматься, как сказать, корыто. Не корыто, а волокуша, если правильно. Волокуша. Там веревкой надо зацепить, прицепить. Но это я уже покажу вам отдельно. Может завтра, послезавтра, но отдельный фильм сделаю. Потому что я буду делать, ну, не больше 30 минут фильм. Потому что интернет слабый. Загружается очень долго. А вот сейчас вот, сегодня вот небольшой был отчет о донатах для собак и ремонт пилы, что я задумал сегодня заснять. Вот. Пока в лес не получается ходить. А в ближайшее время сейчас поход будет у меня на вторую избу. Сейчас вот потепление у нас. И ветер сильный. Сейчас деревья, снег выпадет. И потеплело. И снега сядет. И думаю, будет, ну, на лыжах легче ходить. И снег уплотнится, и может быть даже сходим на вторую избу. Так что канал работает. Кто не подписан, подписывайтесь. Некоторые с большой буквы там мне пишут отписка. Ну, не желаете смотреть, я никого не держу. И также, в принципе, без оскорблений я никого не выгоняю. Не хотите, не смотрите. Оскорблять автора тоже, ну, не надо. Такие слова пишут, ну, за плохие слова. Я матюгаюсь, ничего не говорю. Матюгаюсь, там бывает в фильмах, но я никого не посылаю куда-то или еще. Оскорблений от меня зрителям нету. А если автора оскорбляют, ну, я это не терплю. Я могу и забанить, или же, ну, идите по-доброму. Я такой человек. Мирный. Не люблю скандал, не люблю спорить, ничего не люблю. Я снимаю свою жизнь,
про свои походы. Кому нравится, смотрит и пишут хорошие комментарии. Что возможно, я чем могу, помогаю, там, советами. Некоторые советы для себя тоже запоминаю. Ну да ладно, ребят. Все, на этом буду заканчивать. А следующее видео будет про волокуши мои. Сейчас я буду подготавливаться к походу. И думаю, может быть, пойду с волокушей. Буду тащить свои вещи на волокуши. Лучше я схожу на лыжах. Хочется просто вот ходить. Не ехать, а ходить на лыжах. И поход будет очередной, думаю, на лыжах. А на этом все. Всем пока и удачи. Ладно, айда. Так, этих бездельников я сейчас в вольер загоню. Все, хватит. Айда. Айда. Лок, пошли. Давай, чем я? Вот и молодец. Туган, тебе не, я сюда. Уйди. Все. Ты тоже пошли. Лок. Туда. Давай, чем я? Лок. Давай, заходи. Все. Послушные они мои. Все, нагулялись. Хватит на сегодня.